И приехать без конфет было просто невозможно, поэтому мы плюс к потребительской корзине добавили еще сладости для деток. Праздничное подспорье. Помощь многодетным семьям в День защиты детей раздали активисты Общероссийского народного фронта. Сейчас вот с карантином огурцы так более-менее идут, но розы у нас остались. Огурцы и томаты по китайской технологии выращивают в селении Средние Очелуки. На данном этапе работы ведутся в подвальной части здания. Это вот это вот. В этой части находятся все вспомогательные службы. Природа и оздоровительные услуги. В Доме ветеранов начали возводить новый корпус. Расскажем о новых законах, вступивших в силу с 1 июня. Очень большая диаспора проживает в Казахстане. То есть мы ожидаем, что спрос будет на это направление. Естественно, Турция, да, там и туризм, и шопинг. К 28-летию образования Республики Ингушетия знакомим зрителей с достопримечательностями и особенностями нашей. Новости 24. Сегодня во многих странах отмечается Международный день детей. В нашей стране он знаком как День защиты детей. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции. Глава Ингушетии на своей странице в Инстаграм поздравил с этим праздником жителей региона. Он отметил, что в республике очень много талантливых, умных и творческих детей. Многие из них добиваются больших успехов и высоких результатов не только в учебе, но и в спорте и творчестве. Глава выразил благодарность родителям, учителям, воспитателям и социальным работникам. Всем, кто чувствует воспитание и участвует в воспитании наших детей. Цитата. «Спасибо вам за самоотверженный и вдохновенный труд, за вашу заботу и терпение. Дорогие ребята, у вас впереди целое лето, чтобы хорошо отдохнуть и набраться сил для следующего учебного года. Я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и отличного настроения». Конец цитаты. Акцию по посадке деревьев, приуроченную ко Дню защиты детей, провели в Али-Юрте. Раздали подарки юному населению. Несколько семей получили ключи от новых домов. Акция организована аппаратом по правам ребенка и фондом Рохма Инк. Тамара Хашагульгова об этом расскажет. Лопаты в руки и за дело. Свой праздник они встречают, что называется, за трудовыми подвигами. Не забывая, конечно, о мерах защиты. Посадить свое именное дерево пришли около 30 ребятишек разных возрастов. Этот маленький саженец для Фериде Цицкеевой первый высаженный собственноручно за 17 лет жизни. Поэтому момент волнительный и ответственный, говорит девушка. Ведь теперь за зеленым подопечным нужен глаз да глаз. Каждый сажает свое именное дерево. Я выбрала, например, айву. Мне нравится это дерево. Я буду приходить сюда, смотреть, как растет мое дерево, удобрять его, поливать и ухаживать, в общем. Традиционные вишня, айва, яблоня и экзотический инжир. В общей сложности здесь должно появиться около 20 плодовых деревьев. Для семьи Буражевых такая акция – прекрасная возможность выбраться из дома и подышать свежим воздухом. Хэди вдова, она воспитывает девочку и мальчика-инвалида. Они рады такому событию, так как собственного сада, о котором всегда мечтали, не было. А теперь появилась возможность и за деревом поухаживать, а скоро и плоды пособирать. Мы в квартирах, кстати, живем. И вот сейчас вышли первый раз смотреть за своими деревьями, которые мы посадили. Там непосредственно у каждого свое дерево. И вот они будут за ним ухаживать, поливать. Посадил дерево, получил подарок. С пустыми руками никого не отпустят. Аппарат по правам ребенка и благотворительный фонд Рохма Инк стараются всячески поддерживать нуждающихся. Совместную акцию они проводят не впервые. Но в этом году, несмотря на эпидемию, постарались охватить самых нуждающихся. Эти дети с ограниченными возможностями, они дети-инвалиды, дети-сироты. Мы собрали детей, которые у нас находятся на красной зоне фонда Рохма Инк. Ежегодно проходят мероприятия по сиротам. Мероприятие называется «Улыбка сироты». Вот. После окончания карантина по плану работы мы проведем акцию, соберем 500 детей и более до 1000 детей.
обрадуем их подарками. 1 июня – это Всемирный день ребенка. И поэтому каждый год мы готовили всегда масштабные мероприятия совместно с главным муниципальным районом. Но в этом году, конечно, из-за карантина у нас не получилось сделать огромное масштабное мероприятие, как мы хотели с этого. Но помимо этого все-таки мы сделали так, что понемножку охватили с каждой республикой, понемножку как-то для детишек сделать такое маленькое мероприятие. Из Али-Юрта прямиком в Назрань. Посадить дерево, вырастить сына и дом построить. Зарина Илиева в 2 первых пунктах давно поставила галочку. Вот только с последним никак не получалось. Много лет назад она потеряла мужа. 4 детей пришлось поднимать самой. Все это время жила в маленьком доме, без элементарных удобств. 17 лет уже. Я условия благодарялч. Мумир, ждогажи благодарялч. Целакай кауды. Пенсии сына-инвалида не хватало на постройку нового жилья. Так бы и жила Зарина с детьми, если бы волонтеры не узнали о ее бедственном положении. Но теперь все плохое уже позади. Мы им построили магазин отдельно, чтобы или она в аренду сдавала, или сама как-то что-то могла продавать, как-то был у нее какой-то доход, и не всегда она как бы на балансе у фонда была. Также мы планируем построить ей забор, поставить ворота, сделать облицовку, поставить мебель в доме, всю необходимую и бытовую, все, что необходимо для данной семьи, как мы это обычно и делаем. Мы ей все поможем, сделаем. Единственное, что вот сегодня-завтра уже будут готовы подвесные потолки. Надежная крыша, отопление, просторная кухня, 3 спальни, зал, ванная и даже помещение под собственный магазин. Отметить новоселье Илиевы смогут уже в ближайший месяц. Вот и ключи от заветного дома уже получили. Совершенно особенный праздник, сопровождаемый не только весельем, но и привлечением внимания к самым маленьким, к тем, чью жизнь мы, взрослые, должны сделать лучше, комфортнее и безопаснее, особенно если это сироты. Поэтому ключи от собственного дома получат еще 2 семьи из Малгобека и Чермена. Без внимания не останутся и дети, возвращенные из Сирии, которые проживают в Карабулаке и городе воинской славы. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Активисты Общероссийского народного фронта посетили 2 многодетные семьи Сунжинского района в День защиты детей. Общественники обеспечили их продуктами питания – мука, сахар, масло, а также пакет со сладостями специально для самых маленьких членов семьи. Одной из первых адресную помощь получили Аушевы. В семье 6 детей, и такая помощь – хорошее подспорье для них. Сами сотрудники по мере своих возможностей пытаются устраивать шумные праздники, дарить веселое настроение детям, однако сейчас, в период пандемии, это пока невозможно. Мы знаем, что сегодня по всему миру идет День защиты детей, да? И вот сегодняшний наш выезд приурочен именно к этому дню. Мы оказываем внимание детям. Активисты выбрали нам семьи, где многодетные семьи, где благосостояние не очень хорошее, мы все видим это, да? Поэтому мы сегодня постарались порадовать деток. Значит, во весь промежуток этого карантина по ковиду-19 мы оказывали адресные помощи по приобретению медикаментов, продуктов питания и так далее. Но сегодня к детям приехать без конфет было просто невозможно, поэтому мы плюс к потребительской корзине добавили еще сладости для деток. Я хочу сказать вам, что добро безмерно, как вода бездонного колодца. Твори добро, оно всегда добром к тебе вернется. И поэтому я хочу призвать всех, кто неравнодушен к вот таким вот, так скажем, малосостоятельным семьям, кто неравнодушен к нашим детям, пожалуйста, обращайте на них внимание, вкладывайте в них свое добро, оно всегда вам вернется. Ну, это приятное впечатление. Приехали, это же мои, опять же, сослуживцы, афганцы. Значит, нас помнят, нас не забыли. Приятно увидеть их, что они обратили внимание для моих детей, сладости привезли.
9035 случаев заболевания COVID-19 выявлено в стране за сутки. Общее число больных в России – 414 878 человек. Скончались 4855, выздоровело 175 877. Плюс 44 новых случаев заболевания выявлено за сутки в Ингушетии. Число больных коронавирусом возросло до 2127. Умерло 59 человек, выздоровели 865 человек, 26 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 4 на ИВЛ. С 1 июня семьи Ингушетии начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Всего в республике, по предварительным данным, ожидается заявлений на 110 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Напоминаем, что в распоряжении семей есть 4 месяца для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября при наличии у семьи соответствующего права. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление по 28 мая включительно. Для того, чтобы каждая семья, подавшая заявление на единовременную выплату, смогла получить свои средства 1 июня, специалисты отделения Пенсионного фонда по Республике Ингушетия работали ежедневно, включая выходные дни. Количество отказных решений небольшое, это 2% от общего числа поступивших заявлений. Основной причиной является дублирование заявлений, отсутствие права на выплату, а также наличие грубых ошибок при заполнении данных, из-за чего невозможно идентифицировать ребенка в государственном реестре записи актов гражданского состояния. Родителям, которым в выплате отказано по причине некорректного заполнения заявлений, необходимо подать заявление повторно. В частности, если детей от 3 до 16 лет несколько, а допущена ошибка в данных только одного ребенка, заполнить заявление нужно именно на этого ребенка. Огурцы и томаты по китайской технологии выращивают в селении Средние Чулуки. В КФХ Тачиевых уже полноценное тепличное хозяйство, которое каждый год дает хороший урожай. Трудится при этом вся семья. В этом году аграрии столкнулись с проблемами реализации продуктов. Сказалась пандемия. Харун Аздоев расскажет об этом подробно. В теплицах крестьянско-фермерского хозяйства Тачиева на шпалерах высажены более 20 тысяч огуречных кустов. В парнике по соседству Зелимхан Цычоев возводит розы. Их здесь более 8 тысяч. Работой своей агроном живет. Здесь по-настоящему можно зарядиться энергией. Радует и результат, а он бывает очевиден. Красивый, В период пандемии Тачиевы столкнулись с трудностями по реализации своей продукции. У Министерства сельского хозяйства есть программа по поддержке тех, чье производство сельхозпродукции понесло убытки вследствие мер по борьбе с коронавирусом. Несмотря на это, дачники стараются использовать каждый свободный метр. И не только на территории комплекса теплиц. На 40 гектарах были высажены ореховые деревья, а эта рассада служит резервным фондом. Нанне хамилат царя малхаджи хамиетти датш. Шала бренд изшар. Просто им единственное надо. Царь ол ачбаха, аджабан бал 4-5 лет надо ухаживать. Нормально лилдиш. Ачулдяцан кудух. Аздух дуалдиш хамадатс. И главное скада дич. 70, 80, 90 лет дахбара. На тепличном производстве КФХ Тачиевых задействованы в разное время от 10 до 15 человек. Рынок сбыта растений почти полностью приходится на местного потребителя, в том числе продукция на срез, оптовые сезонные продажи которой ориентированы на специальные праздники. Мы вводим, но не часто, больше всего в Ингушетии. Сейчас вот с карантином огурцы так более-менее идут, но розы у нас остались как бы. Розы никто не берут, мы рассчитывали на 8 марта и так бы. Из-за этого карантина как бы с розами у нас проблема. Мы планируем дальше сажать помидоры и расширяться в дальнейшем, больше сажать огурцы. Садоводы КФХ Тачиевых ставят перед собой цель обеспечить население региона экологически чистой и недорогой продукцией, в том числе цветами, которые выращивают в Ингушетии пока в небольшом количестве. Харун Аздоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.
Напомню, из-за пандемии коронавируса в России пришлось скорректировать учебный процесс. Отказались от очной формы обучения в пользу дистанционной. ЕГЭ перенесен на более поздний срок. Привычный формат итоговых аттестаций сменили и в высших учебных заведениях. Как студенты будут сдавать сессию, узнал Залимхан Калоев. Коридоры вуза опустили еще 2 месяца назад. Все на дистанционном обучении. Коронавирус добавил головной боли студентам и преподавателям. Занятия уже давно переместились в интернет. Но как, например, онлайн сдать сессию или защитить диплом? Варианты сейчас ищут во всех вузах. Так пусто здесь не бывает даже во время занятий. Все студенты обучения прошли дистанционно. И вот на носу сессия. Как дальше быть, непонятно. Карантин в регионе продлили до 7 июня. Если с 8 числа снимается, значит, самоизоляция, то все студенты выходят на свою, так сказать, работу, то есть учебу, и продолжаем в обычном режиме. Если же будет продолжение самоизоляции, то мы, значит, данную летнюю сессию будем сдавать дистанционно. А пока про дистанционную сдачу экзаменов лучше забыть, что не скажешь про выпускников бакалавриата и магистратуры. У них как раз-таки сессия пройдет онлайн. Дистанционная сдача зачета экзаменов это возможно, потому что выпускники уже давно работают с преподавателями. У них есть различные группы в WhatsApp, есть видеообмен и так далее, и так далее. Выполнение различных курсовых работ, заданий, тестов. То есть в этом направлении работа ведется. Также ведется работа и по выполнению дипломных выпускных квалификационных работ. Потому что они контактируют с преподавателями, какие-то решают вопросы. Поэтому данная работа идет, и преподаватель в состоянии оценить и запросить какую-то информацию у студентов и оценить качество подготовки данных выпускников. Ингушский вуз в режиме онлайн с марта этого года, впрочем, как и все учебные заведения. На сайте университета выкладывается лекционный материал для каждого факультета, а также контактные данные преподавателей, чтобы консультироваться и поддерживать связь. В дальнейшем мы подключились к различным платформам московских вузов, где нам был сделан доступ к этим платформам, где студенты могли получать еще и видеолекции. То есть вся эта работа была сделана по всем направлениям. Весь лекционный материал, вопросы на самопроверки, тестовые материалы, то есть все они это получили. В общем, будущее доступно нам уже сегодня. Во многих российских вузах решили уменьшить время на подготовку после получения билета. В других придумали специальные программы, которые дистанционно следят, чтобы студент не жульничал. И вот ответ совсем на ненаучный вопрос. Дома списать не получится. Залимхан Калоев, Джамал Тамасханов, Новости 24. За поправки в Конституцию разрешат голосовать досрочно и на дому без уважительных причин. Центр избиркома РФ намерен упростить порядок голосования. Если ранее сообщалось, что из-за санитарных норм голосования могут провести на площадках на открытом воздухе, то сейчас рассматривают предложение выдавать гражданам бюллетени без внесения их паспортных данных. Также в документе допускается досрочное и надомное голосование для всех избирателей. При этом указывать уважительную причину, как было в предыдущем проекте правил, не потребуется. В Доме ветеранов начали возводить новый корпус, 5 этажей, несколько лифтов. Новое здание позволит увеличить охват пациентов. Санаторий пользуется популярностью у пожилого населения. Природа и оздоровительные услуги, если не продлят жизнь, то уж точно повысят ее качество. О строительстве репортаж Тамары Хашигульговой. Здесь каждый занят своим делом, словно рабочие пчелки, слаженно и без накладок. Если одни заняты возведением основания, то другие, к примеру, Мухаммедхан Агурчиев, доставляют грузы до самого места строительства. Опытный крановщик с 15-летним стажем. Без него здесь не обходится ни один процесс. Поэтому на стройке нового корпуса Дома ветеранов он с самого первого дня. Работа у нас движется нормально, на мой взгляд. Главное – бдительность. Как цепляет груз, безопасность рабочих – это главное. И таких, как Мухаммедхан, здесь около 20 человек и несколько десятков единиц техники. К слову, возводить новый корпус социально-оздоровительного комплекса начали с апреля текущего года. За этот срок сделано не так много. Однако закладка основания – самый главный этап при строительстве любого объекта. Поэтому делают его капитально, чтобы здание было на века.
На данном этапе мы завершили полностью подготовку основания под здание. По этому основанию уже замоноличена плита объемом 500 кубов. Возведены стены подвала в объеме 630 кубов железобетона. На текущий момент производится армирование плиты перекрытия подвальной части здания. Общая площадь полезна 5500 квадратов. По планам застройщиков, новый корпус оздоровительного центра будет состоять из 5 этажей. Комфортные номера, медицинские кабинеты, 2 лифта, пассажирский и грузовой. За один раз поправить его в стенах свое здоровье смогут 50 человек. На данном этапе работы ведутся в подвальной части здания. Это вот этот вот. В этой части находятся все вспомогательные службы, то есть пищеблока, складские помещения, машины, лифты и сантехнические кабины. На верхних этажах у нас уже идут вот первый этаж. Комнаты отдыхающих с лоджиями, кабинеты врачебные на всех этажах. Стоит отметить, что санаторий для ветеранов существует уже 10 лет. Красивая природа, чистый воздух, уютные номера, специализированное питание, медицинское обслуживание, массаж, физиотерапия, грязевые ванны и бассейн. В оздоровительном центре созданы все условия для комфортного времяпровождения. Однако вся беда в том, что рассчитан он только на 30 мест, при том, что желающих поправить свое здоровье в разы больше. С 2010 года на оздоровление принято 3660 человек. Начиная с 2011 года возник вопрос о том, чтобы увеличить число койко-мест для оздоровления наших пожилых людей. Начиная с 2015 года эта работа велась очень серьезно, и в начале 2020 года, в январе-феврале, была подготовлена вся документация. Сейчас здесь непривычно пусто из-за режима самоизоляции. Хотя какое-то время санаторий успел сослужить добрую службу. Он был обсерваторией для потенциально больных COVID-19. Вновь же свои двери для всех желающих он откроет только после снятия ограничительных мер. А вот новый корпус сможет принять своих пациентов скоро. По планам фирмы «Стройпрогресс» он будет сдан в эксплуатацию уже в конце этого года. А значит, отдохнуть и поправить свое здоровье здесь, вдали от городской суеты и наедине с природой, смогут уже не 30 человек, а все 80. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. С 1 июня вступили в силу ряд новых законов. Как летние нововведения повлияют на жизнь россиян, расскажет Хава Гагиева. Новые законы, что изменится в нашей жизни. Так, с 1 июня 2020 года в России удваиваются минимальные пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Важно отметить, что нововведение будет действовать независимо от того, потерял ли родитель работу или еще как-то пострадал от ограничений, связанных с коронавирусом. Принятые изменения затрагивают всех, кому назначена минимальная сумма выплат. Суть поправки состоит в том, что теперь она увеличивается в 2 раза – с 300 075 до 6752 рублей. С 1 июня судебные приставы не смогут списывать социальные выплаты для погашения задолженности со счетов граждан. Теперь каждый социальный платеж будет обозначен в банке. Маркировать выплаты будут отправители. В частности, работодатели теперь обязаны указывать в платежных поручениях код вида дохода. Поэтому при поступлении требований обслуживающий счета должника будет определять сумму, на которую должны быть обращены взыскания. К перечню доходов, на которые запрещено обращать взыскания, в том числе теперь отнесены средства, выплачиваемые гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. В Центре занятости начнут проверять поданную безработными информацию через ЗАГС о регистрации детей каждого подавшего заявление на пособие по безработице, а через базу данных МВД информацию о его прописке. С начала июня дополняются временные правила регистрации безработных, которые были введены в апреле из-за пандемии коронавируса. Встать на учет по этим правилам можно теперь удаленно с помощью государственных интернет-сервисов. 5 июня в документ о квалификации людей, получивших профессию рабочего или служащего, не обязательно должны быть указаны такие пункты, как разряд, класс, категория и квалификационный разряд. Их нужно указывать только в том случае, если они должны присваиваться.
Детские лагеря отдыха и оздоровления смогут работать только если они включены в специальный реестр. Закон на этот счет был принят в октябре 2019 года, когда закончился предыдущий сезон отдыха. С 1 июня 2020 года детским отдыхом и оздоровлением имеют право заниматься только те организации, которые перечислены в новом реестре. Соответственно, родители смогут свериться, чтобы понимать, имеет ли конкретный детский лагерь право заниматься организацией отдыха. Отмена банковского роуминга. Этот закон вступает в силу только в середине месяца, 14 июня 2020 года, но именно он один из самых важных и долгожданных. С этой даты российские банки не смогут брать специальную комиссию за перевод деньги с карты на карту внутри самого банка, если это объясняется тем, что карта получателя выдана в другом регионе. Неустойка по страховке военнослужащих. 26 июня военнослужащим будут выплачивать неустойку за необоснованную задержку страховой суммы, которую они должны получать при причинении вреда их жизни или здоровью. Для тех военных, которые не заключили договор обязательного государственного страхования жизни и здоровья со страховыми компаниями, предусмотрена выплата компенсации страховки за счет бюджета. Ее размер должен быть равен положенной военнослужащему страховой сумме. Это лишь часть тех поправок, которые направлены на изменение нашей жизни в лучшую сторону. Каждый закон касается самых разных отраслей жизнедеятельности, начиная от детских пособий, заканчивая помощью малому и среднему предпринимательству. Хава Гагиева, Новости 24. Продолжаем цикл сюжетов к 28-летию образования Ингушетии, знакомя зрителей с достопримечательностями и особенностями нашего края. Сегодня вашему вниманию представим гордость республики, объект стратегической важности, аэропорт Магас имени первого героя России Сулумбека Асканова. Внесена в перечень важнейших аэропортов страны и занимающий второе место по безопасности и обслуживанию пассажиров СКФО аэропорт Магас. Один из важнейших стратегических объектов региона, почти ровесник республики. В начале 90-х с образованием Ингушетии остров стал вопрос транспортного сообщения. Распоряжением правительства Российской Федерации создание в республике аэропорта Ингушетия юридически закрепили 28 ноября 1992 года. Аэровокзал, стоянка и взлетно-посадочная полоса развернулись на базе бывшего филиала Армавирского летного военного училища. В 1993 году аэропорт принял первый самолет, которым стал Як-40. В 1995 местными властями было принято решение построить новый аэропорт. Уже в 2000 году объект был сдан. В 1999 году название аэропорта сменили на Магас, а 7 февраля 2012 года здесь увековечили имя Героя России, кандидата военных наук, заслуженного военного летчика, генерал-майора юстиции Сулумбека Асканова. К 20-летию республики на Привокзальной площади установили макет самолета-истребителя МиГ-29, точная копия воздушного судна, на котором Сулумбек Асканов совершил свой последний полет. Сегодня площадь аэропорта составляет 369 гектаров, а авиагавань в своем составе имеет взлетно-посадочную полосу протяженностью 3000 метров при ширине в 45 метров. Перрон рассчитан на 4 места стоянки. Он позволяет принимать легкие воздушные судна, вертолеты всех типов и все популярные классы самолетов, в том числе Airbus A320, Boeing 737. В последние годы аэропорт Магас претерпел значительные улучшения. Здесь стараются создать максимально комфортные условия для пассажиров. Площадь аэровокзала составляет 4000 квадратных метров, действующих 5 залов, ожидания, вылета, прилета и VIP-зал. Пропускная способность 150 человек в час. В зоне регистрации 3 стойки. Также в пассажирском терминале предусмотрены молельная, комнаты матери и ребенка, уютные кафе, магазины, а для туристов предусмотрели витрину с сувенирами в национальном стиле. Рядом построена небольшая мечеть, а показатели пассажиропотока воздушной гавани растут с каждым годом. 2019 год по сравнению с 2018 годом у нас на 60 тысяч пассажиров больше было перевезено. За 2019 год было перевезено 333 тысячи пассажиров.
Аэропорт Магаз сегодня сотрудничает с 3 авиакомпаниями «Ютейр», «Аэрофлот», «Победа», которые осуществляют авиасообщение бесперебойно. Ежедневно каждая из них совершает по одному рейсу – утренний, дневной и вечерний. Воздушная гавань ориентирована в основном на обслуживание с 2 постоянными направлениями – Москва-Шереметьево, Москва-Внуково. А в период хаджа «Ютейр» запускает из Магаза чартерные рейсы в священные города Медину и Джиду. Руководство объекта заявляет, сейчас в первую очередь необходимо развивать сеть межрегиональных перевозок. Все рейсы со всех регионов, если летят на Москву и оттуда разлетаются, это очень невыгодно, и связи между регионами не поддерживаются. Для укрепления этих связей и было разработано постановление правительства Российской Федерации за номером 1242. Так, до пандемии была достигнута договоренность по расширению маршрутной сети с субъектами России – Сочи, Самара и Санкт-Петербург. Руководство аэропорта планирует вновь вернуться к этому вопросу до конца года. А работу над присвоением авиагавани статуса международного уже возобновили с 15 мая. Инфраструктура объекта отвечает всем требованиям для осуществления международных рейсов. В регионе уверены, их появление повлияет и на дальнейшее развитие Ингушетии в сфере туризма, малого и среднего бизнеса. И уже предполагают, в каком направлении запустят первые рейсы. Очень большая диаспора проживает в Казахстане. То есть мы ожидаем, что спрос будет на это направление. Естественно, Турция, да, там и туризм, и шопинг, да, и Арабские Эмираты тоже туризм, шопинг. Ну, это такая перспектива ближайшая. А дальше посмотрим. Путь становления первого и единственного гражданского аэродрома республики был непростым и долгим. Сегодня здесь работают 360 сертифицированных сотрудников, в том числе работники авиационной безопасности, организации перевозок и обработки багажа. А впереди новые задачи и цели для модернизации и усовершенствования воздушной гавани, чтобы посадка пассажиров в аэропорту Магаз была максимально мягкой, а путешествия запоминающимися. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.